Что угодно, только не вернуться в Таджикистан. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как наши соотечественники готовы на сверхурочное, что угодно, только бы удержаться в стране. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Тысячи британских ферм в этом году наняли на сезонные работы выходцев из Центральной Азии. Трудовых мигрантов привезли в рамках программы правительства Соединенного Королевства. После выхода из Евросоюза страна столкнулась с нехваткой сельскохозяйственных рабочих. Мигранты рады, что оказались в Великобритании, но хотят больше зарабатывать, чтобы рассчитаться с долгами. Тысячи трудовых мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана в этом году приехали в Великобританию в рамках правительственной программы. Она призвана решить острую нехватку рабочих. Местные фермеры предупредили, что без иностранной рабочей силы фрукты и овощи гниют прямо на полях, на что британское правительство отреагировало обещанием предоставить в этом году до 40 тысяч шестимесячных виз зарубежным трудовым мигрантам. Но после вычета расходов на проживание, коммунальные услуги, госстраховку и питание от моей зарплаты на ферме почти ничего не осталось, рассказывают мигранты. Наши работодатели на ферме в Шотландии дали нам около 30 часов работы при 6-дневной рабочей неделе вместо 48 часов, которые нам обещали рекрутеры. Перед приездом в Великобританию сообщил сборщик фруктов из Таджикистана. После вычета расходов на проживание, коммунальные услуги, госстраховку и питание от моей зарплаты на ферме почти ничего не осталось. Я приехал сюда, чтобы работать и отправлять деньги домой, но этого не произошло. Аналогичные жалобы можно услышать от других мигрантов из Центральной Азии, работающих в разных частях Великобритании. К счастью, в настоящее время у нас много работы, но в первые несколько недель нам особо нечего было делать, рассказал 27-летний узбекский рабочий, трудящийся на ферме в Милтоне, Кембриджшир, Англия. Мы хотим больше работы, мы хотим сверхурочных. За 6 месяцев, что мы здесь, нам нужно заработать достаточно денег для наших семей на родине, а также выплатить долги, в которые мы влезли, чтобы приехать в Великобританию. Мигранты побеседовали на условиях анонимности, говорят, что не хотят навлечь на себя неприятности. В зарплатном чеке одного центральноазиатского рабочего в Милтоне указано, что за одну неделю в августе после оплаты обязательной государственной страховки он заработал около $380. Еще $72 будут каждую неделю вычитаться из его зарплаты за его размещение в небольшой комнатке в вагончике, который предоставляет ферма. Несколько рабочих из Центральной Азии рассказали, что перед приездом в Великобританию им обещали минимум 48 часов работы в неделю за 10 фунтов стерлингов в час. Однако после их прибытия некоторые фермы заключили с ними новые контракты с меньшим количеством часов и более низкой заработной платой. Один мигрант из Центральной Азии, получивший в мае визу сезонного рабочего, сказал, что ему платят 9,50 фунтов стерлингов в час в Великобритании, что соответствует у них минимальной заработной плате. А как вы относитесь к такой ситуации, что, по сути, наших соотечественников надули? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Миллионы рабочих мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, стран, зависящих от денежных переводов, работают на стройках, фермах и фабриках в России. Сезонная работа на британских фермах стала новой желанной возможностью, которую с нетерпением ждали тысячи жителей Центральной Азии. Один узбекский рабочий в Милтоне рассказал, что зарабатывает больше и чувствует себя в Британии более комфортно, несмотря на языковой барьер. Проработав 5 лет в частных строительных фирмах в России, 25-летний житель города Маргилана в мае приехал в Великобританию. В России я зарабатывал в среднем около $50 в месяц. В Британии за последний месяц я заработал около $1500, сказал он. В России никогда нет гарантии, что ваш работодатель выплатит вам деньги. Там царит беззаконие, а в Британии я чувствую себя под защитой закона. Рабочий из Таджикистана рассказал, что на ремонте частных домов в России он зарабатывал примерно столько же, сколько на сборе овощей в Великобритании. При этом он подчеркнул, что никогда не чувствовал себя в России в безопасности и подвергался расовой дискриминации и преследованиям как со стороны работодателей, так и со стороны сотрудников правоохранительных органов. Полиция в России останавливала меня на улице только потому, что у меня борода и смуглый цвет кожи, сказал он. В Великобритании я такого не наблюдаю. Однако не все выходцы из Центральной Азии довольны условиями жизни и работы в Великобритании. 35-летний рабочий из Душанбе недавно бросил работу на ферме в Шотландии, сославшись на невыносимые обстоятельства, включающие то, что он описывает как жестокое обращение со стороны восточноевропейских управляющих. Рабочий, который был нанят через компанию, сказал, что его проблемы в Великобритании начались сразу, как только он вместе с
примерно 20 другими мигрантами из Центральной Азии прибыл в аэропорт Хитроу 21 июня. В компании нам сказали, что в аэропорту нас встретят представители фирмы, которая нас наняла, но там никого не было. Когда группа обратилась за помощью в эту фирму, представитель рекрутингового агентства сказал, что первоначальное предложение о трудоустройстве для рабочих сорвалось. Вместо этого он предложил людям поработать на далекой ферме, добавив, что мигранты должны будут добраться до локации самостоятельно. На работе мы столкнулись с жестоким обращением со стороны управляющих из Болгарии. Они грубо с нами обращаются и вербально оскорбляют, заявил рабочий из Таджикистана. Он добавил, что стал свидетелем того, как управляющий непристойно прикасался к работнице из Центральной Азии, несмотря на то, что женщина умоляла оставить ее в покое. Гражданин Великобритании Хайюэл Филиппард, узнавший о ситуации на ферме от одного из своих знакомых, настоятельно призвал чиновницу заняться злоупотреблениями, якобы имеющей место в ее избирательном округе, и пообещал, что в ближайшее время эта проблема будет устранена. Страна, которая пригласила мигрантов, будет отвечать за их безопасность. Но на вопрос об обвинениях в сексуальных домогательствах, о которых говорил мигрант, он ответил, что мы не получали такой жалобы, мы очень серьезно относимся к этому вопросу и привлечем полицию, если получим жалобы такого рода. То есть можно сказать, что если вы или ваши знакомые поехали в Великобританию и подверглись там какому-то насилию или же просто оскорблению, вы можете спокойно обратиться к властям. Они помогут вам. Это их обязанность, и они к этому действительно ответственно относятся. А как вы относитесь к работе в Великобритании и в странах Европы? Как вы думаете, они смогут заменить Россию в ближайшее время? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.